будущие коллеги. Владимир Бултазович предложил нам провести цикл лекций по истории Осетии. По истории осетинского народа, там будет этнография осетин, там и вопросы этногенеза осетин, на натовском эпосе и так далее. В общем, все, что такое самое насущное, актуальное, что сегодня волнует нас всех и не заинтересованы вот эти вопросы. Я освещу. Так получилась моя жизненная биография, что одна часть ее составляет научная деятельность как ученый, а другой так волей судьбы я стал и политическим, и государственным деятелем. Сегодня я вам коротко в штрихах расскажу о периоде своей деятельности, когда я был руководителем республики. Со времени формирования осетин как этнос миновали тысячелетия. За этот огромный исторический период в ее истории имело место немало значимых событий. Однако среди них, как самые яркие звезды на небе, особенно впечатлительны два события. Это присоединение Осетии к России 275 лет тому назад и признание независимости Республики Южная Осетия. Да, события это выдающиеся, судьбоносные. Благодаря им мы сохранились, во-первых, как нация, во-вторых, сохранили свою этническую территорию, создав на ней свою государственность. Осетинский народ в вечном долгу перед русским народом, перед Россией в целом. Мы, современники, по-настоящему еще не осознали, что нас ожидало, если бы не своевременный ввод в части 58-й русской армии в Схинвал. Тогда никто не думал о будущей государственности. Ребром стоял вопрос гамлетовский, быть или не быть Южной Осетии. И только благодаря Российской Федерации, его руководители, южные осетины не только сохранились как этнос, но уже более 10 лет живут в независимой республике. Такие события вписываются в вечную память народа, поклон и вечная благодарность России, нашей спасительницы. Признание независимости народ Южной Осетии шел трудными дорогами войны, активные действия которых начались 23 ноября 1989 года и перманентно продолжались до известных 08-08-08. Это была трудная фронтовая дорога, усыпанная трупами и разрушениями. Рассказывать о всех перипетиях национально-освободительного движения, предшествовавших признанию независимости Южной Осетии, не хватит и нескольких подобных выступлений. Поэтому позволю себе остановиться на 8-летнем отрезке из этих 19 лет борьбы за выживание на период с 1993 по 2001 год, когда волей судьбы мне пришлось руководить Республикой Южная Осетия сначала в качестве председателя Верховного Совета, а затем и президента республики. По степени сложности и опасности эти 8 лет ничуть не уступали военному времени, когда твердость духа и вера в будущее подвергаются суровому испытанию. Это был сложный переходный период от войны к миру, от анархии к беспредела законности и порядку, период утверждения демократических условий общества, становления государственности и строительства новой жизни на опаленной земле Южной Осетии. Естественно, я заранее не готовил себя на этот пост, не проходил курсы подготовки президентов. Имеющийся опыт административной работы, здесь я проработал четверть века, сперва деканом заочного отделения, а потом деканом историко-филологического факультета, а потом стал и ректором университета. Но этой работы, этой практики было недостаточно. Кроме того, действовать приходилось в это сложное время в экстремальных условиях. Порой обстоятельства складывались таким образом, что времени для раздумий не было совсем. Принимать решения приходилось интуитивно, следовало действовать немедленно. Однако я хочу заверить вас в одном. Все предпринималось искренне во имя той идеи, которая называлась Южная Осетия. Мы действовали, решали все вопросы, исходя из интересов народа и общества ради жизни молодой республики. Предпринимая тот или иной шаг, я руководствовался лишь страстным желанием
хоть немного облегчить страдания и участь своих соотечественников, хоть немного ускорить решение стоящих перед ним неотложных и сложных задач. Трудностей на пути было немало. Не все задуманное удалось свершить, но смею утверждать, что все эти годы республика не стояла на месте. Она крепла и мужала на глазах, рос ее международный авторитет. Смею вас заверить, несмотря на экстремальные обстоятельства, мы не допустили ни одной стратегической ошибки, которая бы негативно отразилась на судьбе республики, помешала бы ей в дальнейшем. Давайте не забудем и о том, что время нашего правления – это были печальные 90-е годы прошлого столетия, разгар ельцинского безвременья, когда Россия отказалась от каких бы то ни было геополитических интересов на Южном Кавказе. Южная Осетия выживала, понятно, при поддержке России, но о масштабной, решающей экономической или политической поддержке, которая была уже потом со стороны России, не могло быть и речи. Это стало возможным лишь в начале 2000-х годов, когда загнанная в угол Россия стала формировать свои геополитические интересы, в том числе и на юге Кавказа, когда Южная Осетия и Абхазия стали восприниматься как существенная часть этих интересов. Но это уже другая история и другие герои. Начало активной фазы грузино-осетинского вооруженного противостояния застало меня на посту ректора Юго-Осетинского госпединститута и при мне же преобразованный потом в университет. Я окончил Северо-Осетинский университет, исторический факультет с отличием. По окончании института принимал активное участие в общественной жизни, был вожаком комсомольской организации факультета, потом 2 года секретарем комитета комсомола. Меня ввели в член пленума Северо-Осетинского обкома комсомола и другие. И по окончании мне предлагали хорошее будущее по комсомольской линии. Предлагали даже в аспирантуру в научном институте, где сейчас работаю сейчас. И ряд других таких престижных предложений. Но семейное положение было неважное. Как будучи на первом курсе отца не стала, мать домохозяйка, все остальные были младше меня, и мне непременно надо было вернуться обязательно домой. Здесь я работал пока в художественном училище преподавателем истории обществоведения, потом перевели меня в музей краеведческий, зав. Отделом истории. И в 1959 году при содействии покойного известного нашего профессора Суслана Шаловича Габараева я стал сотрудником научно-исследовательского института. Там же я определился с профессией этнография, будущая этнография. Прикрепили меня в Тбилиси в аспирантуру. В 1964 году защитил диссертацию по теме поселения и жилища осетин. Это впервые было разработано, это важнейший элемент материальной культуры в моей диссертации. Потом я продолжил работу в научно-исследовательском институте, и в 1967 году меня пригласили деканом заочного отделения этого института. Я долго не хотел, но меня уговорили перейти на эту работу. Через 5 лет были выборы на историко-филологический факультет деканатом. Георгий Романович тогда был студентом, но, видимо, их еще помнит. Я оказался избран деканом историко-филологического факультета, где я проработал 17 лет на этом факультете. И когда меня спрашивают, назови лучшие годы своей жизни из того, что пройдено и так далее, хотя и был потом и ректором, и председателем Верховного Совета, и президентом, я всегда называю, когда я был деканом историко-филологического факультета. Факультет наш был тогда цветущим, был одним передовых, всегда на соревнованиях занимали первое место. Одно слово, просто все мои выпускники этого факультета, Георгий Романович перед вами, один из самых лучших студентов, и другие, почти, когда мы вынуждены были уже комплектовать, уже руководство вынуждено создавать свою республику и назначать министров, руководителей, то почти большая половина эти должности заняли бывшие мои студенты, чем я очень горжусь. Да. В 1989 году впервые
появились демократические преобразования, реформы, и Грузия нам предложила самому избрать себе ректора. Ректор ушел в отставку, надо было избрать нового, и до этого ректоров назначали. И в 1989 году состоялись выборы первого ректора института. У нас было 3 человека, 3 кандидатуры. Большинством голосов было отдано предпочтение мне. Я и стал и первым ректором. Я не только первый президент, но и первый ректор этого университета. Главная работа, которая была проведена тогда, это то, что черные тучи собрались вокруг Южной Осетии. Уже было очень тяжеловато. И чувствовалось о том, что завтра нам уже не по пути с Грузией. И надо думать о будущем нашей республики. А педагогический институт ни в коем никак не отвечал интересам будущей Осетии, которые нужны были разнопрофильные специальности, не только педагоги. Поэтому мы подали заявку в Тбилиси, чтобы наподобие Батумского и Кутаисского университета нас тоже преобразовали в университет. Нам культурно отказали, мол, у вас не соответствует материально-техническая база, и потому мы не можем. Потом дело пошло так, я это дело не оставил, продолжали еще дальше работать над тем. И потом в 1993 году в итоге уже обратились уже непосредственно. К тому времени очень сильно разошлись наши позиции. Южная Осетия все дальше и дальше уходила от Грузии. Мы уже больше не слушали за ней, нас и больше не финансировали. И по моей заявке Министерство образования поставило вопрос перед правительством Республики Южная Осетия, и решением правительства Южной Осетии Юго-Осетинский пединститут был преобразован в Юго-Осетинский государственный педагогический университет имени Александра Дебилова. Вот так я еще несколько месяцев проработал здесь ректором по 1993 год. На одном из заседаний выбил наш депутат из нашего института, по-моему, Устаев Чидарюдин. И нам надо было адаптировать, уже включить нового депутата, взамен его выбрать. Я собрал людей, тогда у нас самая большая аудитория считалась, 7-я аудитория, так называлась. Так. Аудитории, не было никаких других условий. И там я предложил депутата избрать молодого моего проректора на месте выбывшего. Потом в зале кто-то встал, Мухтар, по-моему, был этот Габараев, и сказал, почему проректора, почему не ректор должен нас представлять в Верховном Совете. И на 180 градусов повернула стрелка, и оказался депутатом, избранным я. Вот так с марта 1993 года стал депутатом Верховного Совета. Вот так началась моя политическая деятельность. И так до 23 сентября. 23 сентября уже собрались мы на очередное заседание. Тогда это проходило, где был лицей раньше. И наши заседания тогда были похожи на заседания Якобинского клуба. Все желающие могли прийти, сидеть и слушать все выступления, все, о чем говорит. Вот мы собрались туда 23 числа. Покойный Торец Георгиевич Кулумбеков, основатель республики, действительно, он вышел прямо на кафедру и сказал, что, уважаемые депутаты, я покидаю свой пост, изберите себя нового руководителя и продолжайте работу. Вот вам повестка дня. И сразу вот эти слова, и он покинул зал заседания и ушел. Мы вот оказались вот такими сидящими в зале. Что делать дальше? Потом уполномочили меня и еще 2 товарищей пойти попросить Тореза Георгиевича, что он вернулся и продолжил свою работу. Мы пришли к нему и сказал, время вы зря не теряете. Я туда больше возвращаться не собираюсь. И через полчаса сел в автомашину и уехал из Южной Осетии, и больше, к сожалению, не приезжал сюда. Когда мы доложили о результатах, был объявлен перерыв до 2 часов дня, чтобы до 2 часов мы продумали и избрали себе председателя. Когда пришли, и было выдвинуто просто депутат Келехсаев, Казбек, встал и сказал о том, что предлагаем кандидатуру Чибирова. Альтернативы не было.
Я вышел и прямо заявил о том, что сдал самоотвод. И сказал о том, что я говорю, просто категорическое свое несогласие. Да, категорически. Я говорю, лучше каторга, я говорю, нежели эта работа. Потому что я здесь работал уже в университете, постепенно дела налаживались, здесь я чувствовал нормально. Стул у меня был здесь крепок, а стул, на который хотели меня посадить, шатался вовсю. Кроме одного названия, в тот период ничего у нас еще не было. Кроме одного. Все было развалено. Это мы вышли из этой войны, непосредственно вооруженных действий. Это был 93 год. В 92 году прекратились военные действия. Но вот это разгул, беспорядка и хаоса еще продолжалось. Каждое утро весь народ собирался на площади. Ни заводов, ни фабрик, ничего больше не работало. И поэтому были люди, которые имели опыт работы на высших должностных этих самых и могли возглавить, но, видимо, они не верили в будущее этой республики, и никто из них не дал свое согласие в этот период руководить страной. Ну, когда меня избрали, я тоже отказался, но сказали потом, будем принимать самоотвод. И весь зал, нет. И кто за, и открытым голосованием, чуть ли не весь зал проголосовал за то, чтобы меня избрали председателем. Вот так, иногда шутя говоря, я говорю, так меня женили на эту власть. Пришел я домой, отчаянный такой, я говорю, что мне делать? Я боялся, что не справлюсь с этой ситуацией, меня постигнет участь предыдущих руководителей. И в первое время думал, я говорю, куда-нибудь уеду, на 2-3 месяца волей-неволей изберут себе нового председателя. Но потом подумал, я говорю, а вдруг я отказался и в республике стало еще хуже. Тогда же совесть меня заест. В критический момент народ к тебе обратился, а за мою кандидатуру были не только депутаты, но и в обществе были такие слухи. Я говорю, вдруг в такой момент я отказался. Совесть же может заесть, что в критический момент народ к тебе обращается, ты отказываешься в помощи. Сказали, я говорю, будь что будет, и я дал свое согласие в итоге. К этому времени уже состоялась сессия Верховного Совета Грузии, которая упразднила Юго-Осетинскую автономную область. Я следил, помню еще, Георгий Романович тоже, видимо, помнит, вечером передавали по Муамбе, как они, грузины, упраздняли эту область, это было при Гамсахурдии. От радости многие депутаты до потолка подпрыгивали. Вот с таким воодушевлением они приняли о ликвидации Юго-Осетинской автономной области. В республике не было тюрьмы. Можете себе представить, что такой хаотической обстановки и так далее, чтобы в республике, в государстве не было тюрьмы. Да, не было милиции, не было прокуратуры. Областные структуры, областная прокуратура, милиция и так далее, суды все были ликвидированы. Настолько были сильны вот эти группировки, которые были в городе, что милиция даже боялась выходить в спецформе. Ну, поэтому просто сказал, когда уже решил, что была, не была, надо попробовать. Я вечером в субботу пригласил незабвенного Валерия Хубулова к себе. Он был очень, если считать настоящих патриотов в Осетии, то их много, но для меня он номер один. Это просто был замечательный человек. Я им сказал, нам надо начинать свою работу именно с укреплением правоохранительных органов. В такой обстановке, если в городе этой республики нет порядка, в республике, и вот не работает милиция, нет тюрьмы и так далее, какая может быть это государство в такой обстановке к тому же? Я пригласил Валерия и сказал о том, что надо найти какие-то средства, надо найти прораб и немедленно приступить к строительству, к ремонту тюрьмы. Тюрьма тоже была разрушена во время этой войны. И к этого областного суда. Нашли мне одного Козаева прораба, он ему обещал определенную сумму. И в понедельник я начал в 8 часов утра за создание городской тюрьмы. Туда мы пришли, потом в областной суд, и в течение 2-3 месяцев здания были восстановлены, и мы уже, правоохранительная система уже как-то начала свою работу. Приходилось очень тяжеловато, потому что, понимаете ли, просто вот называлась республика, провозгласили в 90-м году слава и честь им. Но фактически мало что осталось республиканского. Все надо было сделать заново, сизново.
Потому что эта Конституция, основной закон Юго-Осетинской автономной области, не был Конституцией. Это была не государственная форма управления автономной областью. Государственной считается автономная республика и выше. И поэтому надо было срочно принимать Конституцию, потому что республика была без Конституции. А это нонсенс. Республика как может жить без Конституции? И сразу же, с чего мы начали, была создана Конституционная комиссия из 19 человек. Это уже в октябре, после 23 числа. 2 недели я им дал людям, я сам руководил этой комиссией. И 2 ноября мы приняли первую Конституцию Республики Южная Осетия. И фактически мы узаконили его как государственный орган власти. Кстати, и вторая Конституция, которой мы сейчас не руководствуемся, тоже была принята еще при нас. Это случилось в апреле 2001 года. Когда в Конституцию уже были внесены очень много изменений, надо было его принимать новую. И вторая Конституция тоже была принята еще нами в апреле 2001 года. Это было пока начало. Кроме того, нужно было создать уже государственные формы. Мы фактически уже начали по крупицам собирать государство. В итоге так получается. Сперва приняли Конституцию. Потом ввели звание заслуженных деятелей, которых не было. Вот, например, когда мы были в составе Грузии, был единственный заслуженный деятель науки только Захар Николаевич Банеев и, по-моему, Абаев. Больше никого не дали, хотя здесь были уже выросли крупные ученые. Кроме того, нужно было создать уже государственные формы. Мы фактически уже начали по крупицам собирать государство. В итоге так получается. Тогда же в 1995 году мы приняли первое, это самый гимн нашей республики. Это слова Тотраза Кукаева и музыка нашего Феликса, незабвенного Феликса Алборова. А так герб хороший. Приняли потом и герб. В итоге флаг у нас общий, как на севере, так и на юге. Тогда же был принят орден и знак почета, он не действующий. Через 2-3 года фактически относительный порядок в правоохранительной системе мы уже все-таки успели наладить. Очень большой проблемой для нас было просто то, что вся республика была это самое на коленях, на полу. В итоге ничего больше не работало. Заводы, фабрики остановились. Они были разрушены. В итоге и нигде ничего работы не было. У нас не было бюджета. Вы можете себе представить? Государство без бюджета. Из нечего было его составить. И банка у нас не было. Банк был просто с большой дырой. Между спентами представить афортагив кайдажепме. И банком мы даже не пользовались в первое время. Были такие случаи, что мы просто брали налоги с населения, и эти наличные деньги потом раздавали как заработную плату, минуя банковскую систему. Даже был случай, после 23 сентября мне надо было выехать срочно в Москву, потому что все вопросы были увязаны с Москвой. Единственная наша надежда, помощь была только Москва. И вот не на чем было поехать в командировку. Автоля путартен был кутой, шата, и дипломатический байжак кот там. Пухаев Костя был со мной тогда моим помощником. Мы уже дипломата, уже трех годами, а вот у нас там первую свою командировку, собранные с рукой. Вот можете себе представить, вот какое наследие мы получили. Это я потому говорю, чтобы люди не поняли, мне считали вот плохое наследие. Первый этап до моего прихода перед республиканскими властями стояли совсем другие задачи. Надо было защитить народ, надо было защитить республику, отстоять себя. И все силы моих предшественников были направлены на то, чтобы сохранилось, и Грузия нас не проглотила. А сейчас в мое время уже были миротворческие силы, нас уже официально развели, и можно было уже постепенно собирать государственные органы власти, чем и мы тогда и занялись. Никакой помощи непосредственно из России не шло. Фактически, понимаете, 90-е годы были тяжелейшими для самой России. Однажды я обратился к заместителю председателя правительства за помощью, и он буквально наорал меня. У кого, говорит, вы ищете деньги, помощи? Посмотрите, говорит, в Центральной России люди умирают с голода. Мы, говорит, сами не можем, как, говорит, мы можем еще вам помочь?
Вот такая была обстановка в самой России. 2 раза я получил только помощь от них после длительных ходатайств. И первый раз это деньги пошли на хлебокомбинат. Понимаете ли, просто нечего было есть людям, продуктов было мало. Свои собственные запасы к этому времени уже закончились. И мы жили только на этих самых немецкие паштеты, всякие хахамшидартешды, гуманитарная помощь. И вот этим народ фактически жил. Сюда и Георгий Алексеевич покойный часто снабжал своих сотрудников вот этими продуктами в итоге. И своего ничего не было в итоге. Да, и только мы поставили своей целью, чтобы хлебом обеспечили всегда. И это у нас всегда получалось. И он был самым дешевым во всем постсоветском пространстве. Дешевым его сделали, потому что фактически, когда я начал работать, понимаете, ни банка, ни денег нет. Чем платить? Мы не имели возможности платить заработную плату. Я помню, в 1995 году я 2 раза заплатил заработную плату, а тогда они были номинальными, не в полном смысле слова были зарплатами, а все-таки уже готовы сидеть сынады. Я выпросил их у президента Северной Осетии Галазова, которые получали транши из Москвы для своей республики. И когда я ему рассказал о плачевном положении у нас на юге, он какую-то часть выделял, отдавал нам. И вот 2 раза в течение 1995 года раздал вот эти минимальные, а остальных никаких денег наши люди не получали. Такая же обстановка была с электроэнергией. Первое время мы получали эту электроэнергию из Грузии. А Грузия, воюя с нами, она издевалась над нами вот в этом плане. И газ оттуда вышел через их территорию, и электроэнергия. Празднуем 9-ю годовщину нашей республики в 1999 году. Когда Грузия узнала о том, что уже началось празднование, они нас отрубили. И включили его только 21 числа, когда закончились все эти мероприятия. Вот. Был даже такой случай, что был в Москве в командировку. И отсюда мне Шавлохов, председатель Совета Министров, помню, 10 октября, это было, звонит, не собирайся, говорит, обратно, подожди, говорит, еще. Я говорю, в чем дело? Автоназ, говорит, отрубили от электроэнергии. 3 месяца, дорогие мои юные друзья, я жил в гостинице Москва, и вот тогда, видимо, большая часть этих волос тогда побелела. Куда мы только не обращались. Один раз обратился за помощью. РАО-ЕС во главе с Чубайсом требовал от нас деньги. Вы, говорите, иностранное государство, и нам заплатите как иностранцы. Как будто мы писали заявление о том, чтобы нас вывели из состава Советского Союза. Да. Ну, в общем, в итоге первый заход, чтобы просто вот обращаясь к председателю правительства Черномырдину тогда, и в 5 или 6 этих министерств, все они должны дать свое согласие. Если все они дадут согласие, то только тебе выберут деньги. Если все дадут согласие, один воздержится, все равно ничего. И так мне пришлось 2 или 3 круга сделать, чтобы выбить какую-то определенную сумму, 12 миллиардов рублей, которые нам видели полностью, вот эти деньги перечислили Чубайсу. И 31 декабря, спустя 3 месяца, Новый год мы встретили уже со светом. Вот такие были очень большие трудности в нашей жизни. И потому мы тогда задумали, я говорю, была, не была, никакого бюджета нет. Я говорю, во что бы то ни стало, надо создать какую-то свою маленькую электростанцию. И вот над этим тоже мы работали. Уже была запланирована малая гидроэлектростанция на 1,5 мегаватт. Турбину мне подарил Засохов. Булоев обратился, он мне помог, и немного дешевле сделали гидрогенератор. 18 тонн его весом стоило. Вот эти 2 вещи. Их перебросили, начали их строить, чтобы просто минимальная есть, чтобы когда отключает свет, чтобы, допустим, больница там работала, милиция и другие. Ну, вот я его довел до 90% строительства Узургирской гидроэлектростанции. Ну, пришедшие после меня подумали, как будто Людвиг Алексеевич строит здесь какую-то космическую станцию. И законсервировали, разграбили эти вещи, одну везли куда-то, другой куда-то, и вот так разбазарили. И вот это мне больше всего обидно из того, что я испытал после ухода из этого. Мы столько трудились, чтобы просто вот эту электростанцию ввести в строй. На 90% все уже было готово. Там работали эти самые владикавказские строители и ленинградские монтажники. Но не получилось. Нам удалось построить тогда единственное предприятие, которое сегодня тоже в бюджет какие-то копейки вносит. Пакьятский
завод, минеральный завод. И вот с тех пор по настоящее время еще более усовершенствованном виде вот этот завод постоянно работает. Политика нашего руководства была социально ориентированной. Мы стремились к тому, что возможности были ограничены, но стремились каким-то образом поддерживать народ. По сравнению с районами Грузии, доходы нашего населения все-таки были лучше, чем в самой Грузии, которая была виновницей наших бед. А рынок наш был дешевле. Лучше обстояло дело и с электро- и газоснабжением у нас, чем в соседних грузинских районах. Порою то, что не замечено в собственной среде, в марте 1999 года на имя президентов Южной Осетии и Грузии Чибирова и Шеварднадзе друг за другом поступили два письма от жителей грузинского селения Дици. Нам и Фарос километр Тадари, грузинский район, не грузинское, не осетинск, это селение не принадлежало Южной Осетии, Горийский район. Да, первое письмо было с 4 подписями, а второе подписало чуть ли не все взрослое население села. 624 подписи. И Шалдар Хсасов, оригинал у меня сохранился. В первом письме, проявляя недовольство горийскими властями, жители села писали: «Мы с большой просьбой обращаемся к вам, господин Людвиг», это перевод с грузинского, «может быть, вы нас пожалеете и дадите нам свет». Хотя горийское руководство ежемесячно удерживает деньги за свет, зарплаты и пенсии. В результате всего этого село вынуждено коллективным заявлением обратиться к вам с просьбой: хотим перейти под вашу юрисдикцию. Грузинское население просит, чтобы они перешли под нашу юрисдикцию. Отказываясь от руководства органов власти Гори, просим вас, господин Чибиров, пожалейте нас, это заброшенное село от горийских хапук. Второе письмо в основном повторяет просьбу и заканчивается словами: «Исходя из изложенного, мы обращаемся к вам с просьбой, поскольку между нашими селениями в Цхинвале всего там несколько километров, и ближайший к нам рынок находится там, мы, жители села, решили отделиться от отдаленного от нас на 32 километра Гори и присоединиться к близко расположенному к нам Цхинвалу. Кроме того, мы видим, что цхинвальскими властями взят более правильный курс, и они больше озабочены благом своих граждан, чем руководители Гори и Тбилиси». Да. По поводу этих писем газета, вот Вячеслав Губосов тогда издавал газету «Айдан», «Зеркало». Он познакомился с его содержанием и опубликовал корреспонденцию маленькую, о которой было озаглавлено: «Начался процесс присоединения Грузии к Южной Осетии». Вот так он его озаглавил свою корреспонденцию. Мне кажется, как говорится, комментарий здесь излишний. В меру сил и возможности обращали внимание на другие проблемы. Не располагая бюджетными средствами, мы отважились на место старого кинотеатра отстроить новый киноконцертный зал «Чермен». Поставили вопрос: 20 сентября, 10-ю годовщину нашей республики, мы должны быть в новом киноконцертном зале. И чтобы не было, даже иногда просили мешок, то не хватало мешок цемента, то чего-то другое, но 20 числа, полвторого, еще там подметали поли и так далее, но 20 числа мы провели там свое торжественное заседание в киноконцертном зале. Вот тогда же в этих условиях, не имея никаких средств в итоге, мы построили вот это здание. Как-то мы стояли с Георгием Алексеевичем здесь во дворе, когда наступила летняя сессия, и завел разговор Георгий Алексеевич: вот сейчас, говорит, огромная масса студентов освободилась, некуда их девать, раньше, говорит, мы создавали 3-й семестр, куда, говорит, с ними делать. Ну, потом я ему подсказал такую идею. Тогда уже было в Техреве, был большой техникум, построили. И во время землетрясения 1992 года вышел из строя. Я говорю: давай разберем вот эти здания Техревской школы, и здесь, я говорю, построим себе учебный корпус. Знаете, в каких тяжелых условиях мы работали? И вот тогда мы решили, я говорю, давайте отстроим, и немного будет легче.
Если бы вы знали, вам уже немного рассказали, как это строилось. Инициатива была моя, но Георгий Алексеевич владел огромный труд для того, чтобы вот этот корпус сегодня существовал. Я был тогда уже президентом, ну понимаете ли, просто такая обстановка. Моя машина походит грузовик, они договорились, помогите мне, мадам Нахусенч. И пришлось вместе кабинет, президентского кабинета иногда искать грузовики или другие вещи, чтобы вот эта работа не остановилась. И хорошо, что мы сделали. Все отмечают о том, что в 2008 году, если этого корпуса не было, университет оказался в очень нехорошем положении. И мне очень приятно, что сегодня вот так принимает такой прекрасный вид. Тогда мы запустили очень прекрасный завод так, на базе консервного завода предприниматель Ахсар Ванеев. Приложили много средств и так далее. И такой мы завод достроили, консервный завод, это была прелесть. Люди в рабочей форме, просто бесплатные обеды, то, другое, третье. Я приводил во время праздника людей, показывал, они были в восторге. Но из-за того, что из-за таможенных высоких барьеров продукция не могла реализоваться и так далее, и, к сожалению, не закончились ничем. То же самое было относительно Квайсинского рудоуправления. Столько труда стоило, чтобы запустить его. Там накопилось очень много руды. Обогатительной фабрики хватало бы на 3-4 месяца. Мы его запустили, уже приехали на то, чтобы уже запустить его в итоге. Собрали специалисты Владикавказа и других. Но пришли в итоге... Тогда вот на цветные металлы был большой спрос в итоге. Вагонет катасамяласты, уже провод-то. Это медные проводки, из чего они были, из цветных металлов. Ну, потом пришлось уже искать новые средства, но все-таки его запустили немного. Вот в эти годы, первые годы, я хочу вам сказать о том, что были заложены и начало осетино-осетинских взаимоотношений. Мы жили в Северной Осетии, Южной, но между ними никаких особых не было. Дорога нас спасла в итоге. Дорога нас очень сильно объединяет и сейчас, и тем более и тогда. Ну, тогда, в 1994 году, впервые я пригласил сюда Паринова, председателя парламента. Здесь заключили договор между нашими парламентами о сотрудничестве. Но наиболее крупное мероприятие было проведено в ноябре 1996 года, когда был подписан первый полномасштабный договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Северная Осетия Алания и Республикой Южная Осетия. Северные осетины нам здорово помогали во всех отношениях. Во время переговорных процессов обязательно принимали участие с нами во всей этой беде. Так получилось, что из этих 8 лет 4 года я работал с Галазовым и 4 года с Засуховым. Так что и тот, и другой по мере возможностей, какие были, у нас были очень братские взаимоотношения, и оказывали нам помощь и содействие во всех наших начинаниях. Самое сложное у нас все-таки было в этот период именно с переговорным процессом. Грузины столько беда принесли Южной Осетии, что люди были обозлены, не вот так, а вот до потолка. И поэтому любое слово в тот период сказать о грузинах, что с ними сесть за стол переговоров, это было опасно даже для жизни. Собираться воевать в открытую с Грузией, это было сумасшествие. Потому что это было целое государство, а мы уже были развалены во всех отношениях. И поэтому единственный путь выйти из положения, это было просто переговорный процесс. Мирный. Вот я вам один случай расскажу. Может быть, не все моменты я смогу осветить, но все-таки наиболее интересные. Чтобы вы представляли, как трудно начинался переговорный процесс в итоге. ОБСЕ взял на себя инициативу о том, чтобы начать переговорный процесс. И была договоренность о том, что во Владикавказе должна была состояться первая встреча. Грузия, Россия, Северная Осетия, Южная Осетия. И там договориться о последующих переговорах. И вот господин Айф тогда возглавлял ОБСЕ, постоянный представитель ОБСЕ в Грузии. Он был обрадован тем, что достигнуто соглашение. И повестку дня он поднес Знауру Николаевичу Гассиеву. Он был моим первым заместителем в Верховном Совете тогда. Была просто чистая повестка дня Владикавказской сессии, больше ничего. И он попросил Гассиева, чтобы попросить Людвига Алексеевича, пусть он наложит визу на этой повестке дня, чтобы в Вене, он был постоянный центр ОБСЕ, чтобы в Вене на самом деле поверили в том, что эти переговоры состоятся.
Ну, Лав Николаевич принес, мне объяснили это дело, я говорю, что тут такое, и расписался. Оппозиция подхватила этот подпись, размножила его несколько версий, по всей республике знал, Джава и так далее в городе организуют митинги, вот нас Людвиг Чибиров как предает и показывает подпись свой, не обращая внимания, что там написано, о чем это пишется и так далее. В общем, дело закончилось большим скандалом. Я попросил Навального Николаевича, что дальше делать, он был руководителем внешних дел. Давайте, говорит, созовем парламент, потом я им дам отпор. Созвали парламент. Ничего не получилось, Навальный Николаевич спокойно не подготовился к этому заседанию как следует. Они взяли вверх. И потом я подумал, я говорю, зачем мне в такой обстановке, когда вот такое недоверие руководит республикой. И мое первое заявление об уходе было написано в 1994 году. Ну, поставили на голосование, большинством голосов меня оставили на месте. Было и второе, да. И второе. Вот вам начало. Потом уже все-таки договорились провести первое заседание этой сессии. Первое заседание должно было провести в Тбилиси, а второй день в Южной Осетии. Когда в Тбилиси состоялось, у меня была делегация из 4 человек, которые должны были принять участие. Из Москвы звонят и другие из министерства. Как там ваши? Я говорю, все, не беспокойтесь, все будет нормально, мы пошлем людей. Что вы думаете? Ertələr bombastisdə çıxmazda xalq məvdun. Adamı avtotarstı stiyolder zaga, istefet belezden erхайшисты на билунтан. Мы бомбастисты. Я вынужден был в приказном порядке послал министра внутренних дел этого Парастаева, Мамиева и других, чтобы просто не сорвать это заседание. На второй день они приехали сюда, и грузинская делегация в том числе. Кабакастай, когда Адам Николай Задир, тембелесты, протестный народ, хотели избить Грузию, ни в коем случае не допустить к этому. Мне пришлось организовать всю правоохранительную систему и так далее, чтобы ничего, никакого скандала не произошло. И с большим трудом вот так мы провели первое свое заседание именно о переговорном процессе. Ну, проходили они очень трудно, переговорный процесс. В итоге я хочу вам сказать о том, что уже в переговорном процессе самое большое достижение было следующее. До меня существовала смешанная контрольная комиссия, так называемая, которая занималась нашими делами. Северная Осетия, Россия и Грузия. Мы были только наблюдателями на этой конференции, решающего голоса не имели. И вот сейчас, после того, как я приступил к власти, это не моя заслуга, Министерство иностранных дел, Пастухов и другие подключились, и нас сделали уже четырехсторонним с СКК. И юго-осетинский делегат имел такие же права, как и другие 3 остальные члены СКК. И вот так началась наша работа. И первейшая работа, которая была сделана, это просто было надо подготовить меморандум. Была еще опасность, чтобы грузины еще не напали на нас вооруженным путем. Надо было какой-то документ принять, чтобы именно приостановить этот процесс. И вот так был подготовлен очень большой документ, который назывался «Меморандум» о заключении мира и углублении в грузино-осетинских отношениях. Подготовили его и подписали в Москве в 16 мая 1996 года в кабинете у Бориса Ельцина. Там присутствовали с одной стороны Шеварднадзе, ОБСЕ в лице Бодина, мы, наша делегация, Северная Осетия была представлена Галасовыми, Бираковыми и другие. В общем, это было очень большое мероприятие в итоге. И в мое время, вот за эти 8 лет, самый крупный документ, который был подписан, который в какой-то степени нам подарил мирную полосу развития, это было именно подписание этого меморандума в Москве 16 мая. По окончании, по инициативе Галазова, нас пригласили в постоянное представительство Северной Осетии в Москве. Там, кроме Ельцина, все участники этого переговоров, Примаков и все другие покойные, другие Цасохов, все присутствовали. И на этом вечере, на этом приеме была достигнута договоренность о том, чтобы начать переговорный процесс по урегулированию конфликта. И тогда же было принято решение о встрече в верхах.
на уровне руководителей Южной Осетии и Грузии. И вот так была подготовлена первая встреча моя с Шеварднадзе. Это состоялось в августе 1996 года во Владикавказе. Да. Вторая встреча уже состоялась в Джаве. Это был первый раз, когда на территорию Южной Осетии приехала грузинская делегация официальная. Она состоялась в ноябре 1997 года. Еще была у нас третья встреча в Боржове, это уже в 1998 году. Эти встречи несущественного ничего не нам дали, но в какой-то степени прорыли мирную полосу. Но главное тоже не было достигнуто. Понимаете, переговоры шли то в одном месте, то в Москве, то в Цхинвале, то в Тбилиси тоже иногда бывали и так далее. Но переговоры ни к чему особенному не привели. Это был вяло текущий переговорный процесс. Потому что позиции, которые выставили мы, и они были диаметрально противоположны друг другу. Они говорили, что мы остались в составе Грузии с широкой автономией и тому подобное, как и абхазам и заганам. А мы ставили вопрос о том, чтобы только собственная республика, только самостоятельность. В экономическом плане у нас еще были другие, понимаете ли, абсолютно никакую помощь не получают отсюда. Мы вынуждены были обращаться именно к внутренним средствам. Таможня поставляет. И вынужден был просто там, что там хотел сажать подорожать. Мы вынуждены были даже до того доходили, каждая копейка нам была дорога. Я налог анекдот, дежурный налог за ТФЛ. Мы сделали дежурство даже депутатов, которые проверяли, стояли вместе с ними, чтобы все, что получали оттуда, поступало. Потому что других доходов у нас не было. Предприятия не работали, налоги не соберешь, чем-то надо было жить. И второе, заставляли работать свое сельское хозяйство. Из 12 тысяч земельных га мы заставили работать 4 тысячи. Были у нас старая техника. Один человек со своей машиной постоянно курсировал из Минвод сюда, чтобы просто поменять поломавшиеся части машин. Но старая техника, но мы все-таки работали, собирали свой хлеб. Даже мы нанимали грузинских компаньонов, иногда из Северной Осетии приводили убирать свой урожай. Построили свое мукомольное предприятие, чтобы именно своим хлебом тоже накормить свое население. Чтобы немного поддерживать людей морально, даже практиковали, что иногда в начале года на 20-30% повышали даже заработную плату. Организовали бесплатные столовые для тех, которые не имели этой возможности. В общем, хахам, мы хотим такой там люди. Концовку я хочу сделать следующее. Когда меня назначали на эту должность, я чего боялся, того не случилось. Эти 8 лет, буквально в смысле слова, республика состоялась. Де-факто с нами уже начали считаться. Когда наша делегация выезжала на переговоры там, в Бухарест или в Будапешт, часто уже выезжали за границу, то наряду с российским флагом и грузинским флагом и стоял флаг Республики Южная Осетия. Де-факто нас признали. Последний раз в 2001 году к нам приезжала делегация ОБСЕ, представители 30 европейских стран побывали здесь на юге. И вот Ливию Ботаханди, Сахистер, и он дал очень высокую оценку именно нашей республике, нашим отношениям. Это похвалил президента и всех нас. Это говорит о том, что уже республика в какой-то степени стала на ноги. И я чем хочу закончить? Создание этой республики де-факто имело, де-юре не было такой еще возможности. Сколько мы не старались, все-таки, понимаете ли, вот мой потолок в Москве был только заместитель председателя, который занимался странами СНГ. Выше меня не допускали никакому руководителю. Однажды хотел напроситься на Черномырдина, но его первый заместитель просто даже наорал. Вы представляете, что вы просите? А вдруг говорит, об этом узнал Шеварднадзе, что Чибирова принял там это говорит, скандал получится у нас. Такую политику в итоге вели. Ну, фактически республика состоялась де-факто. И его значение, то, что она стала уже фактически самостоятельным государством, и все министерства, и все, что угодно, и это значение этого факта,
особенно определился 8.08.08 года. Если бы 8 августа здесь не было уже республики, государства де-факто, которое фактически существовало, то России некого было бы даже признавать. И вот в этом я считаю его самый важный итог нашей деятельности за это 8 лет.